Как всегда, воинственная волынка встречает участников сегодняшней встречи. Я напомню, что в первом круге команды сыграли в ничью 1-1 в Минске, когда очень красивый гол удался торпедовцу Павлу Клинье. Ну, а у «Динамо» отличился тогдашний капитан, а ныне отсутствующий защитник Алексей Гаврилович. И, честно говоря, тогда потерю очков с торпедовцами действительно расценивать можно было как трагедию. Не хватает этих баллов и сейчас. Зато для автозаводцев это, в общем-то, хорошее приобретение. И рассчитывают они сегодня хотя бы ничейный успех повторить. На Веретила отдает. Веретила ищет Нехайчика. Того обокрали. Веретила снова вернул мяч своей команде. Кики, Наёк. Наёк может ударить. Это идея! Гол! 1-0. Брестская «Динамо» выходит вперед. И забивает у нас, судя по всему, Алексей Кобленко. Хотя мне показалось, друзья, не обошлось там и без рикошета. Надо посмотреть, конечно, на повторе, что же там в итоге было. Но для себя отмечаю, что на 15-й минуте динамовцы выходят вперед. Динамо рисуется. Фомие здорово ускорился. Удар. Ну, это точно в руки. Спорткомплекс Брестский — это не сугубо футбольная арена, это легкоатлетический стадион. Были здесь гаревые дорожки, но сегодня многие обнаружили, что их нет. Нет разметки. Обновили покрытие для легкой атлетики. А здесь у нас опасный эпизод. Навесом с левого фланга отвинулся, едва снова не воспользовался Хабленко. Подача, удар! Ну, Азон. Веретила. Ну, здесь уже пропускают его удар. Гол! Ну, друзья, не знаю. Фомия, конечно, забил четко. Но до этого, как мне показалось, было нарушение правил со стороны Веретила на Русаке. Предъявляют претензии арбитру торпедовца как раз по двум эпизодам сразу. В одном из них Данила Набровка пострадал. Другом досталось Русаку, а еще не ранее Кривульке. Ну, жесткий футбол. И Цинкевич. Фомие неплохо скинул на Быкова. Вот тот, с одной стороны, адресный, а с другой не слабое такое преимущество было у Дуарте перед Куаджи. Мяч защитник вынес подальше, но Куаджи с мячом снова. Прострел, опасно! И как же не забивает сейчас Сергей Глебко. Шикарнейший момент. Первый, пожалуй, у торпеда в этом матче. Агрессивностью, своим напором отвоевать себе место в основе. И я считаю, что это одно из самых ценных приобретений в весенне-летнее трансферное окно. Савицкий убегает! И здесь хороший удар! Ну, даже без моего комментария вы... А Желько Филиппович все-таки в более профильную опорную зону вышел, где составит пару с Александром Наёком. Куаджа! Ну... Дает свисток Цинкевич. На технику Павел Савицкий. Последние 1,5 минуты основного времени у нас уже побежали. И ждем, сколько же добавит